С 1 июля прекращают работу ряд сетей АЗС по всей стране. Об этом сообщил председатель Кыргызской ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров. По его словам, такая мера будет принята для того, чтобы чиновники обратили на них внимание. Согласно постановлению правительства, бизнесмены обязаны установить систему АСУ. Однако предприниматели не успевают этого сделать. Этот документ вызывает много вопросов, в том числе, почему оно не обсуждалось с бизнесом, почему не учитываются потери, вызванные с пандемией, как будет регулироваться эта система. Более 600 заправок, а это более 70%, не успеют установить систему. По документу налоговая служба будет просто их опломбировать, рассказывает Эсен Бакиров. Данное постановление оно вышло 17 сентября и обуславливало, чтобы мы ее поставили с 1 января. Потом перенесли ее с нашими многочисленными просьбами на 1 июля. Мы считаем, что данный срок очень маленький. К примеру, в Казахстане данная проблема обсуждалась на протяжении, заметьте, 2 лет только обсуждение было. У нас всего лишь 3 месяца обсуждалось это. И внедряется она по сегодняшний день в общей сложности. Данная система работает только в тестовом режиме. Уже 9 лет ее тестируют. А у нас хотят за 9 месяцев ее установить. Есть представители малого и среднего бизнеса. Им очень это будет посильно и сложно. А установка одного АСУ на одну газозаправочную заправку примерно минимально стоит 200 тысяч до 700 тысяч. Это непосильная сумма для нашего предпринимателя. Согласно постановлению, владельцы АЗС должны приобрести автоматизированную систему управления в России, которая стоит от 500 тысяч до 2 миллионов сомов. Понятно, что многие представители малого бизнеса не смогут позволить себе такую покупку, в связи с чем им придется просто закрыться. Этот процесс выгоден только крупным игрокам в данном сегменте, а именно российским поставщикам ГСМ, рассказывают экономисты. По словам Миримы Атабековой, по стране будут закрыты 670 АЗС, что приведет к энергетическому коллапсу. Правительство заявляет, что после внедрения АСУ бюджет будет получать дополнительно 400 миллионов сом в бюджет. Этого не будет. Почему? Объясню. У нас 670 заправок, которые не автоматизированы. Автоматизировано всего лишь 350. Это компания российских импортеров нефти. Вот. И для автоматизации одной заправки нужно в среднем, я считаю, да, вот в среднем от 500 до 2,5 миллиона сом. В среднем 1 миллион. 670 заправок умножаете на 1 миллион, вы получаете 670 миллионов сом, недополучит бюджет. Почему? Потому что предприниматели возьмут все 670 миллионов сомов на вычет с налога на прибыль, что обещает Минэкономразвитие. То есть, наоборот, бюджет недополучит. 670 миллионов отнимаете 400 миллионов. Бюджет недополучает 370 миллионов. Также экономисты отмечают, что монополия крупного иностранного капитала неизбежно приведет к росту цен не только на ГСМ и сжиженный газ, но во всех сферах жизни кыргызстанцев. Вступление в силу этого постановления повлечет за собой массовые увольнения и банкротство кыргызских компаний. Автоматизация – это то, что нужно не нам, это нужно иностранным компаниям. Во-первых, чтобы устранить своих конкурентов прямых, нас. 670 заправок – это немалая конкуренция, согласитесь. Во-вторых, устранить вообще малый сегмент в этом рынке. И у нас что будет? У нас будет монополия на рынке нефтепродуктов. И цены будут, как в России. Это наше будущее после 1 июля. И никто не подумал о 10 тысячах работников, которые останутся без работы с 1 июля. Представители малого бизнеса просят правительства рассмотреть вопрос о приостановке данного постановления с целью его пересмотра для устранения всех недочетов в плане систем автоматизации и четкой регламентации работы малых предприятий и компаний в сфере этого бизнеса. Необходимо обговорить все технические вопросы и только после обсуждения около года тестировать. Изначально в этот проект были вложены капиталы иностранных компаний для контроля за АЗС, которые находятся в Кыргызстане. Бегимат Жаныбекова, Калбек Абдумумутов, Нью ТВ.